Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в русский покер. Русский покер — это разновидность покера, которая довольно сильно отличается от других вариаций. Игра является азартной, и поэтому в нее играют со ставками. И обычно используют покерные фишки, так как у меня их нет, я заменил их монетами. Здесь стало нормально. Вы, в принципе, тоже можете так сделать, то сюда. Так, для игры нужна колода в 52 карты. И старшинства карт в игре нету. Играют вдвоем. И цель игры заставить своего противника потерять все свои очки. Тут, короче, как в блэкджеке, то есть только дилер может выиграть. Итак, дилер раздает всем игрокам по 5 карт. Свою первую карту он показывает. Так, после этого эта колода убирается. И короче, у игроков есть два, не два, а три варианта. Первый — это пас. Ой, точно, совсем забыл сказать. Перед раздачей каждого раунда игроки ставят обязательную ставку под названием анте. И ее стоимость может быть любой. Например, 10. И да. Ну, короче, ставит 10. И после этого раздают. Теперь возвращаясь к вариантам. Если игрок скажет пас, то он потеряет абсолютно все ставки, которые ставил в раунде. Затем идет вариант купить. Купить — это вариант, в котором игрок берет одну карту из колоды. И как по мне, так лучше всегда делать, потому что это никак не ухудшает ситуацию, а только наоборот делать ее лучше. И увеличивает шансы на более сильную комбинацию. Так, да. И после этого, после того, как игрок берет карту, точнее до этого, он ставит еще одну анту. И, наконец, последний вариант — это открыть. Открыть — это вариант, в котором игроки раскрывают все свои карты. И игрок, который сказал открыть, ставит ставку, которая равна 2 анты. И это получается общее число ставки — это 40. 40 в данном случае. Итак, короче, игроки. Короче, беру карту. Кстати, ты раздача дилер. Короче, после этого игроки сравнивают свои карты. Тот, кто будет старше комбинация, выигрывает. И если комбинации равны, то короче, сравниваются карты в... Короче, просто игрок, который сказал открыть,
проигрывает. И получает, и теряет очки обычно минус 40. И, короче, все ставки он проигрывает. И иногда даже отдает противнику. И еще. Так, я рассказал про варианты, теперь я перехожу к комбинациям. В этой игре их 10, и начну с самой младшей до самой старшей. Итак, самая младшая комбинация в игре это туз-король. Туз-король это, короче, король и туз, которые вместе попались в руку игрока. И масть в этой комбинации не имеет значения. И как мы видим, у Тимона попалась комбинация. Итак, и наконец. Так, после туза короля идет пара. Пара это две карты одного достоинства, то есть там 2 двойки, 2 тройки, 2 четверки и так далее. После пары идут две пары. Две пары тут все понятно. Это 4 карты. 2 карты. Короче, обе половины это карты одинакового достоинства. После двух пар идет триплет. Триплет, тройка или же сет это 3 карты одного достоинства. После тройки идет стрейт или же стрит. Это стрейт это карты, которые 5 карт, которые делают последовательность. И мать в этой комбинации не имеет значения. Например, есть 2, 3, 4, 5. Вот это является стритом. После стрита идет флэш. Флэш это 5 карт одной масти. И это 5 карт одной масти. Флэш. После флэша идет еще пойдите-ка. Так, после этого, после флэша идет full house. Full house это full house это комбинация, которая состоит из тройки и пары, то есть 3 карт одного достоинства и еще 2 карт одного достоинства. После full house идет каре. Каре это 4 карты одного достоинства. После каре идет straight flash или же street flash. Это 5 карт одной масти, которые делают последовательность. Ну и наконец, после street flash идет самая старшая, самая сильная комбинация в этой игре. Она называется Royal Flash или же Королевский флэш. Эта комбинация состоит из 5 карт одной масти, и карты одной масти, картами одной масти являются десятка, валет, дама, король и туз. За комбинацию игрок, если она будет старше, чем у дилера, этот игрок получит, скажем так, он получит бонусные очки. Точнее, не бонусные очки, а просто очки
за, скажем так, стоимость этих комбинаций. Итак, туз, король это 10 очков. Туз, король и пара это 10 очков. Две пары это 30 очков. Триплет это 50 очков. Стрит это 70 очков. Флэш это 90 очков. Фулл хаус это 110 очков. Каре это 130 очков. Стрит флэш это 150 очков. Ну и наконец, рояль флэш это 170 очков. Итак, я рассказал вам про комбинации. Теперь я... да. Теперь стоит рассказать про один нюанс. Короче, если у дилера нет комбинаций, нет даже туз короля, то тогда противник дилера получит очки только за одну анте и все. То есть, например, анте было 10, у дилера после вскрытия только... Короче, нет комбинаций. Это значит, что его противник получит всего лишь 10 очков вместо комбинации, вместо очков за комбинацию. Что да. Итак. Итак, игрок, противник дилера, только он теряет все очки, проигрывает, и на этом игра заканчивается. Так, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вы поняли, как играть в русский покер. И надеюсь, вам понравилось это видео. И на этом я его заканчиваю. Всем пока.